Живописное произведение карагандинского художника Бейбута Ермековича Мустафина «Площадь независимости» в городе Алматы. Это взгляд художника на независимый Казахстан. 16 декабря– День независимости Республики Казахстан, который празднует наша страна с 1991 года. С высоты птичьего полета открывается площадь независимости и монумент Золотого человека. Много воздуха и высокое небо, величественные горы с заснеженными вершинами. Широкий экспрессивный мазок полон силы и мягкости, как и нравы казахского народа. Динамичные мазки деревьев перекликаются друг с другом, создавая ритмичную музыку, полную торжества. Остроконечная шапка золотого человека вторит форме и величию покрытых снегом вершин. Автор сумел объединить три времени – прошлое, будущее и настоящее. Останки сакского воина в золотой одежде были найдены археологами в 70-е годы в кургане Исык. Всего на территории Казахстана было найдено 5 захоронений золотым человеком. Сакский воин стал одним из символов независимости, ведь она всегда завоевывается. Монумент независимости был открыт 16 декабря 1996 года. Авторы проекта – заслуженный архитектор Республики Казахстан, потомок Чокана Валиханова, Шота Валиханов, а также скульпторы Адилет Жумабаев, Нурлан Далбаев и архитектор Казыбек Жарылгапов. Бейбут Ермекович воспел скульптурный ансамбль в живописном полотне, вдохнув в него летнюю алматинскую палитру. Иной взгляд на независимый Казахстан у карагандинской художницы Лидии Дмитриевны Дроздовой. Холодные оттенки, легкие и прозрачные, показывают зрителю долгий путь нашей страны к светлому будущему. Вход в это светлое будущее сквозь стилизованного верблюда. Он изможден голодомором и другими бедами и невзгодами, которые пришлось пережить казахскому народу. Но, несмотря ни на что, он не склонил головы, а крепко держит свой шанырак. Густые облака пляшут в танце, напоминая птиц. В центре на заднем плане Байтерек. Это современный символ суверенного Казахстана. Байтерек означает молодое, крепкое, растущее дерево. Символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию. Байтерек своим расположением и композиционным строением выражает космогонические представления древних кочевников, по преданиям которых на стыке миров протекает мировая река. На ее берегу возвышается дерево жизни Байтерек, что в переводе «тополь» или «опора», корнями удерживающая землю, а кроной подпирающая небо. Корни этого дерева, соответственно, находятся в подземном мире. Само древо, его ствол в земном, а крона в небесном. Монумент был построен в 1997 году. Автор – архитектор Акмурза Рустембеков. Большую часть листа в этой небесно-голубой работе занимает бездонное небо. Такое высокое есть только в Казахстане. Поздравляем всех казахстанцев с замечательным праздником мира, согласия и благополучия нашей любимой стране.